«жизнь». Слово-то какое короткое, всего 5 букв, но каждый воспринимает их по-разному, особенно во время войны. У одних они складываются в короткую, но яркую жизнь, у других в длинную, порой полную горьких и страшных воспоминаний, как это часто бывает у ветеранов. У тех, кто собственными глазами видел ад на земле, кто на себе испытал голод и холод, кто видел и не простил врагу слезы детей, женщин и стариков. У тех, кто всей душой ненавидел врага. И эта ненависть давала силы бороться и жить. Она молча смотрит на свое отражение и, словно в зеркале времени, вновь видит войну. Точнее, свой эвакогоспиталь, где стала служить с самого начала войны. Как и все, она рвалась на фронт, туда, куда ушли брат и сестра, одноклассники и друзья. Но дороги жизни привели ее в госпиталь родного города Иваново. Город невест в одночасье стал серым, словно погруженный в пороховой дым. Так для 18-летней девушки началась Великая Отечественная война. Цахилова Барабохина Ольга Ивановна, медицинская сестра операционного блока челюстно-лицевой хирургии эвакуационного госпиталя 1388. С 1 июня 1941 года до конца 1945 года работала в эвакогоспитале в городе Иваново. Часто сдавала кровь для раненых солдат. В период боев под Москвой эвакогоспиталь находился в действующей армии, где бойцам оказывали первую медицинскую помощь и отправляли на лечение в тыл. Ольга Ивановна – ветеран труда, имеет благодарности руководства госпиталя и правительственные награды. Помню, мне сказали мои сестры, что началась война. Ну, мы бегали, там, я этого ничего не знала. Ну, война началась, все притихли, все, тишина наступила. Все куда-то спешат, что-то делают. Вот такая обстановка была. Все куда-то бегут, все озабочены, плачут. А почему плакали? Провожали не раненых, которые по повестке уже вызывали на фронт. Всем разносили повестки военно обязаны. Про войну говорили, готовились к войне. Это я слышала. А потом все замерло. У нас музыка была, у нас были военные училища, все, тишина, стали готовиться, провожали уже на фронт. Я захотела сама, потому что надо было. Я пошла, военкомат у нас рядом был, я говорю, направьте меня на фронт. Они говорят, почему? А у нас сейчас госпиталя, у нас медсестер не хватает, вот я вас направляю на такой госпиталь. Ну, он не назвал, формируется госпиталь, я вас туда направлю. А этот госпиталь недалеко, 2 остановки от нашего дома был. Я пошла туда. Это была, ну, как сейчас, вот не специально же готовили, а была партийная школа, ее сделали для госпиталя на 1500. Ну, я пришла как бы с направлением, сказала, вот военкомат меня направил на работу. Меня зачислили вот в операционный блок. Было помещение пустое, стали готовить.
Ну, постели, кровати, сами мы таскали, санитаров мало было. Все работали то, что нужно, все сотрудники, медицинский персонал, все, и врачи, и все. Хватало врачей и санитаров? Хватало, не хватало, но мы работали. Вот, надо работать, значит, я работала по 3 суток, 2 суток. Ольге Ивановне исполнилось 100 лет. Казалось бы, целая эпоха, целая вечность. Но если задуматься, много ли это? Сложно сказать, потому что много видел. Она на себе испытала тяготы войны, была свидетелем и участником восстановления и становления страны после тех жутких лет. Боролась с болезнями и спасала жизни. Всего и не перечислишь, говорит ветеран. Ольга Ивановна, вам уже 100 лет. А скажите, пожалуйста, 100 лет – это много или мало? Для меня уже мало. Мало, как будто день прошел. Сколько я всего видела. И кажется, это пролетело все. Все вспоминается. Я все помню от и до. У меня память хорошая была. Удивительная вещь – память. Она упорно хранит то, о чем часто хочется забыть, вновь и вновь напоминая даты, события, историю. Самые тяжелые страницы истории в жизни ветеранов – это Великая Отечественная. Их история без искажений и прикрас. В условиях большой войны достижение побед над врагом зависит в немалой степени и от успешной работы военно-медицинской службы. Тяжелый груз войны лег и на хрупкие плечи женщин и девушек, работников и военнослужащих медицинских служб. Это матери, сестры, дочери. Им пришлось осознать тяжесть военных будней. Говоря о них, в первую очередь вспоминаются те, кто был на передовой, кто под вражеским огнем выносил с поля боя раненых. Но оказать всю необходимую помощь на линии фронта часто было невозможно. И тут в борьбу за жизнь красногвардейцев вступали работники госпиталей. В одном из таких медицинских учреждений работала и наша героиня Ольга Ивановна. На 4 долгих года эвакогоспиталь 1388 стал ее домом. У нас было общежитие на 30 медсестер рядом, вот госпиталь, вот как этот дом. Вызвали под мое руководство, сказали, раненые поступят к утру. И мы с этими медсестрами всю ночь набивали матрасы. Вот зашивали, потом пододеяльники, все, что надо, чехлы одевали, пододеяльники, заправляли подушки. К утру у нас все было готово. Поступают раненые. Они не обработанные, везут их санпропускник, руки в крови, лицо в крови. Кровь засохла. Потом их поднимали сами, не хватало, сами таскали, кормили. Все, что надо, делали. Вызывали на вокзал оказывать первую помощь, перевязки делать, отправляли раненых в глубокий тыл. Им нужно было все делать, перевязки, чтобы они спокойно ехали. Приходили туда. У них холодно было, были буржуйки, там и клопы, и тараканы, и шеи, и черви. Раны-то не обработанные, они
с поля боя были в тяжелом состоянии. Делали там перевязки. Руководство страны старалось обеспечивать всем необходимым не только фронт, но и тыл, где были расположены эвакогоспитали. Причина очевидна. Бойцы и командиры Красной Армии должны как можно быстрее восстановить здоровье и встать в строй. Медучреждения размещались во вместительных зданиях городов и сел. Школы, санатории, аудитории вузов и номера гостиниц. В начале войны перед медиками стояла задача создания системы, при которой лечение и эвакуация составляли бы единый и неразрывный процесс. Основная работа по восстановлению здоровья бойцов и командиров Красной Армии была возложена на тыловые эвакогоспитали. В начале 1942 года были созданы специализированные эвакогоспитали – нейрохирургические, челюстно-лицевые, для лечения органов грудной и брюшной полостей, бедренно-суставные, психоневрологические, инфекционные глазные, ушные и другие. Позднее появились сортировочные госпитали. Мы по трое суток не выходили. Во-первых, раненые вставали челюстно-лицевые, ирригацию делали, промывали специальные кружки от мархабыли, промывали во рту, промывали, умывался он, все, одевали, вели в перевязочную, потом завтрак, их кормили. Вот у меня есть раненый, который через трубочку. Почему через трубочку разбита вся челюсть? Вот поэтому называется челюстно-лицевая. Не было внизу челюсть разбита, язык просто висел. Это одевали прыщевидную повязку перед тем, как накормить больного. Раненые голодные были, с поля боя приходили, вот, приезжали. У меня был тяжелый раненый, у него не было, язык оторвало, только корешок языка был, и то привязано шелковой веревки. Он все время днем и ночью ее вот так держал. Ну, чтобы не подавиться то, что осталось. Тоже я измеряла ему, всегда кипятили зонтик желудочный и наливала туда, через эту трубку. Пока он скажет, ну как, накушался, он говорит, уже хватит. Тогда я переставала ему наливать. Все, начальник госпиталя сказал, вы должны за ним ухаживать. Индивидуальный пост. Вот сестры дали. Он тяжелый был. Они знали, что он умрет, конечно. Но вели работу. Вот у нас маскировка была. Я вот это все помню. Маскировка, завтрак принесли, мы кормили и врачи, потому что не успевали, тяжелых много. Темно в палате, свет горит. Я говорю, подождите, я сейчас маскировку открою окно. Открыла окно, возвращаясь к нему, что у него кушать было, смотрю, он умер. Вот такое было. Для возвращения бойцов в ряды Красной Армии одних знаний и навыков медиков было недостаточно. Арсенал лекарств и гигиенических средств был очень скудным. Порой, кроме пенициллина, стрептоцида и обычной марганцовки, под рукой ничего не было. Настоящее испытание для врачей и медсестер, которые они смогли выдержать, несмотря ни на что. Генеральную уборку сами мы делали, и врачи приходили, и медсестры сами, раненые в воду нам таскали, мы мыли все, потому что тараканы были в шее, клопы мы уничтожали. Вот я лично все время брала обязательства, как комсомолка,
10 простыней выстирать, рубашки на раненых выстирать. Ну, что нужно вот для раненых, особенно к празднику. Мыла не было, ну, немножко как-то экономили, где хлорку, где все это. Вот к празднику раненые, которые ходили в столовую сами, наглаженные, нагладим все. Столько радости у них было, как маленькие дети, такие нарядные. Их навещали, родственники приезжали. Они хвалились, все. Иногда даже нам привозили яблоки зимой. Это удивление было. Вот такое. Ну, не всегда, но вот когда-то подарок привозили. В госпитале нужда тоже была. У нас не было машин, все только лошади. Ездили, косили. Я лично сама на покосе ездила, могла я косить, косу держала. Раненых там кормили, бригаду создавали, дрова пилили для госпиталя, потому что кухня-то на дровах была. Целая история, чего только там не было. Все не расскажешь, наверное. В 1941-1945 годах через госпитали прошли более 22 миллионов человек. Из них более 17 миллионов были возвращены в строй. Благодаря работе медиков армия не потеряла 72% раненых и 90% заболевших на полях сражения. Во время войны на женскую долю выпало немало испытаний. Они проявляли столько самопожертвования, что раненые бойцы ласково называли их «сестрица». Так называли и Ольгу Ивановну. Она бережно хранит благодарности от командования госпиталя и пациентов. Она вновь садится за стол, на котором лежат пожелтевшие от старости фотографии. И память упорно уносит в те года, когда молодость была в самом разгаре. Вот только этот период пришелся на военные годы. Годы, полные горя, слез, криков боли и отчаяния. Некоторые истории просто невозможно забыть, говорит Ольга Ивановна, и вновь не может сдержать слез. Я все вспоминаю, как. Вот я пришла в палату, а там лежит больной. Я говорю, вы все ушли кушать, я ему говорю, а товарищ больной или раненый, как называли, вы почему лежите? А он мне говорит, я обрубок. Какой обрубок? Я никогда такого слова не слышала. Я говорю, что это такое? У меня ни рук, ни ног нет. Я тогда пошла, принесла, накормила его, расспросила все. Но он дня 2 был у меня, потом его увезли в глубокий тыл. Война – это очень страшно, говорит Ольга Ивановна. Но сквозь пороховой дым фронта, сквозь грохот канонад и рев авиабомб в ее жизни появляется светлый солнечный лучик. Она тогда и не думала, что один из раненых станет ее спутником жизни на всю жизнь, что уедет из родного города, что всю жизнь посвятит медицине. Это было желанное, но такое далекое будущее. А тогда была война. Поступил вот больной, допустим, тяжелые, приходили раненые, легкие, давали талончики, уходили в столовую. Тяжелых мы кормили. Вот и мой муж, за которого я вышла замуж, он был тяжело раненый.
На нем была прыщевидная повязка, гипсовая, он забинтован, вся голова, все. Он есть не мог, кормили. Он тяжелый был, и кровь сдавала ему. Он лежал, лежачий был, долго лежал. Ну, это так посчастливилось, или что, война, это уже к концу войны, в апреле, в мае. Ну, как, просто ухаживали как за тяжелым больным, потому что приходил, потом я в свободное время ходил, он тяжелый, помогали. Он приходил потом к моим раненым, с моим вращались. А чем он вам понравился? Ну, чем, я не знаю, чем, просто уже война закончилась, вроде мы друг друга видели, разговаривали, просто. И он делился за свою семью, рассказывал за родителей. Я за своих делились, приходили, кто еще. Потом закончилась война, он через какое-то время приехал, забрал меня. В госпиталь приехал? Да, в госпитале, он уже знал это, его госпиталь. Это было в конце 45-го, а в начале 46-го года я приехала в Северную Осетию. Так, волею судьбы, в 1946 году Ольга Ивановна Барабохина оказалась во Владикавказе и стала Цахиловой. Две линии судьбы переплелись в одну. Медицина и семья для нее неразрывны. Много десятилетий она с гордостью носила белый халат. Но тогда, в конце 40-х, ей вновь пришлось бороться за жизнь пациентов, теперь уже детей, в детской больнице. Во Владикавказ я приехала, и здесь работы много было. Здесь инфекция была для детей особенно. Скарлатина, корь, дифтерия. Дети очень болели. Ну, недохватки, недостатки были. Работы в госпиталях не было уже, потому что они реформировали. И нас забирали, это, эпидстанция. Мы туда устраивались, и нас с эпидстанцией посылали в временные госпиталя. Отделения такие делали, стационарчики небольшие, пока выздоровеют, дифтерия, кори или какие. А в детскую больницу как попала, больные стали выздоравливать. Из детской больницы пришел главврач. Мы на Тамаева уже нас перевели на Тамаева. Там было скарлатинозное отделение, я там работала. И он забирал 18 должностей, надо было ему, врачи, медсестры. И когда я узнала, я решила перейти в детскую больницу. Я говорю, я перейду туда. Дала согласие и перешла в детскую больницу. А там уже главврач, как увидела, что я работала операционной сестрой, я хотела в инфекцию, где больше зарплата была, чтобы мне легче было, тяжеловато было. И он забрал мою книжку трудовую и в хирургическое отделение. Когда я пришла, это все было родное. Я пошла сразу, я немножко сопротивлялась, я хочу в инфекцию. Когда завели в операционную, я обрадовалась, и осталась там. Все осталось и так работала.
Я берегла детей. Вот у меня все дети были. И кормили, и поили, и как своих детей берегли. И плакали за них. Были такие больные, которые умирали. Вот бегут, умирают, вот уже в больнице. Ах, война, что ж ты подлое сделала? Забрала 27 миллионов жизней, еще больше покалечила, оставила сиротами, стерла с лица земли. Твои война прегрешения ужасны. Настолько, что спустя много лет при упоминании о тебе невозможно сдержать слез. Чистые, любящие глаза ветеранов мутнеют при воспоминаниях о тебе. И у тех, кто узнал тебя, только одна мечта – лишь бы не было войны. Пусть она никогда не повторится, пусть никто больше тебя не узнает. Я не люблю смотреть фильмы про войну. Я плачу, у меня все холодеет, я все вспоминаю. Я плакала за каждого больного, раненого, который умирал. Красивая седовласая женщина стоит у зеркала. Радуясь и наслаждаясь мирными буднями, надевает свой парадный китель. Но от легкого звона медалей на груди глаза покрывает поволока. Напоминание о том, что навсегда осталось глубоким рубцом на сердце, о том, как быстротечно время. Об этом Ольга Ивановна не любит говорить. И фильмы о войне смотреть не любит. Больно. Она до сих пор не может подобрать слов, чтобы описать этот ужас. Ольга Ивановна, у вас очень красивый китель. Откуда? Этот китель мне подарили на 100 лет, на юбилей мой. Он вам дорог, да? Дорого. Здесь мои все награды, самое дорогое, что есть. Спасибо всем. Здоровья, благополучия. Дай Бог, чтобы не было войны. Но у вас счастливая старость. Счастливая, слава Богу. Слава Богу. А что вас больше всего радует? Дети сейчас, мои дети, внуки, правнуки, невестки. А что ж вы плачете? Это ж радость. От радости плачу, что я еще жива, что я их вижу. И молюсь за них, за их здоровье. То, что сделано военной медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, образ военного медика остается олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотверженности. Я много знаю фронтовых песен. Я всегда в кино подпеваю. Но больше всех я из песен люблю. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажгли. Я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь. И хочу, чтобы лучше ты стала. В годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоены 44 медицинских работника, 285 медиков награждены орденом Ленина. Всего в ходе Великой Отечественной войны орденами и медалями были награждены свыше 115 тысяч сотрудников системы военно-медицинской помощи Красной Армии.